Вы видите, это молодые люди. Ансамбль существует сравнительно недавно, но в чем очень важное качество этого коллектива? В том, что они, несмотря на свою молодость, копают достаточно глубоко. Копают буквально к основам своей традиции. Они не только изучают эпос, героические исторические песни, но еще и восстанавливают, реконструируют старинные народные инструменты. Этот ансамбль так называется. Ансамбль осетинского аутентичного пения и старинных музыкальных инструментов коны. И открывают они свое выступление песней о национальном герое XVIII века Зурабе Макате. Правильно? Песня сказания о волшебной бусине. Arvaiden, uimanen tirva hashi.
Охотничья песня от самого Бузова. Ой, 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 ой,
свадебная обрядовая песня «Лай», когда невеста делает первые шаги в доме жениха. Песня о волшебном охотнике, если я правильно понял, точно, да, как это было названо. Да, о волшебном охотнике, который вызвал на поединок чуть ли не самого бога-покровителя животных. Песня «Куты-кудзи». Очень интересно. Вот мне бы хотелось немножко услышать все-таки о содержании этой песни, чтобы и нашим зрителям было. Здравствуйте, в микрофон. Песня о сказочном охотнике, которого звали Кутта-Кузи. Он был настолько искусным охотником, что вызвал гнев самого покровителя благородных животных и бога охоты Вшати. И когда Кутта-Кузи убил последнего оленя, то Вшати проклял его, и Кутта-Кузи, по легенде, упал со скалы. Но в народе он остался как все-таки положительный герой. Oh
родилась и развивалась в течение столетий. И вы, конечно, все знаете, что сейчас уже давно